Дмитрий Петрович – великий тренер 3 олимпийских чемпионов и призеров мира, Европы, СССР и России. У Дмитрия Петровича были свои новаторские методы спортивной тренировки. Он изобрел и сделал уникальные тренажеры, умело внедрял новые идеи и техники в тренировочный процесс. Коркин воспитал блестящих спортсменов, доказав, что успехи в тренировках могут привести к большим победам. Сегодня мы вспоминаем Дмитрия Петровича Коркина. Безусловно, это выдающийся тренер современности. Это человек планетарного масштаба. Он был заслуженным тренером Якутской АССР, РСФСР и СССР. Ну, конечно же, мы все помним ярчайшую победу Романа Дмитриева на Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году. Ну и триумфальную победу Павла Пенигина на Олимпийских играх 1976 года в Монреале, где также Роман Дмитриев стал серебряным призером, Александр Иванов стал серебряным призером. То эта история триумфа, она, безусловно, сегодня является путеводной звездой для развития вольной борьбы в нашей республике, в целом в Российской Федерации. Конечно же, мы понимаем, что сегодня настали очень сложные времена, когда в олимпийское движение вошла политика, и это нарушает основные принципы и идеалы, которым руководствовался Пьер де Кубертен. Мы знаем, что в своей «Оде спорту» он писал о спорте благородства, о спорте справедливость, о спорте вызов, о спорте радость, о спорте мир. На мой взгляд, вот именно Дмитрий Петрович Коркин является человеком, который стремился к этим олимпийским идеалам. Здесь даже можно сказать о том, что Дмитрий Петрович, вот, приняв вызов, смог на пустом месте в далеком Чурапчинском районе создать школу вольной борьбы. Моя Якутия. Полюс холода. Минус 60 для нас вещь обычная. Чурапча. Здесь мы все начинали. В начале пути было мало оптимистов, которые могли бы оценить это действие, но благодаря вот руководству Чурапчинского района тогда Лисиков Илья Павлович был первым секретарем райкома партии, Бурнашов Роман Романович был председателем райисполкома, и они в тандеме проработали более десятка лет. И хочу отметить, что вот под руководством Дмитрия Дмитриевича Максимова я работал в школе высшего спортивного мастерства старшим инструктором-методистом. И, конечно же, очень счастлив тем, что имел возможность работать бок о бок с этим выдающимся тренером. Я считаю, что он не только тренер, но и он большой педагог. Наш тренер Дмитрий Петрович Коркин. Как и этим мальчишкам, он казался нам добрым волшебником. Это запомнится на всю жизнь. Первые шаги на ковер. Первый противник. Первая схватка. Сколько их впереди. Я считаю, что тренер должен не только тренировать спортсмена, прежде всего он должен выполнять воспитательную функцию.
только воспитанный спортсмен, соблюдающий дисциплину, который радеет за свою родину, может добиться выдающихся результатов. Поэтому я думаю, что современным тренерам необходимо уделить этому аспекту особое внимание. Второе, чем я горжусь, то, что благодаря Дмитрию Дмитриевичу я потом впоследствии перешел на комсомольскую работу и работал заведующим отделом спортивно-оборонно-массовой работы Якутского областного комитета комсомола. И именно в тот период, от декабря 1985 года, мы совместно с Дмитрием Дмитриевичем, он работал директором ШВСМ, решили провести первый турнир памяти Дмитрия Петровича Коркина и провели его в родном районе Чурапче. Проведение подобного рода мероприятия, оно было очень ответственным. Вот почему мы, начиная с сентября месяца, открыли специальные рубрики в газетах «Молодежь Якутии», «Эдер Коммунист», где в каждом номере номера выходили 3 раза в неделю. Не так, как сейчас, раз в неделю, а 3 раза в неделю. Ну и, конечно, в то время печать имела огромное значение, не было интернета, все мы узнавали основные новости из газет. И с этой точки зрения мы могли через страницы молодежных газет и на якутском, и на русском языках рассказывать об учениках Дмитрия Петровича Коркина, о наших легендарных борцах. Более того, мы, начиная с октября месяца, в октябре-ноябре, делали выездные поездки в Чурапчинский улус. И вот Михаил Егорович Друзьянов был в этом составе. Значит, был даже Аркадий Слепцов, это доктор технических наук, который действительно был большим любителем борьбы. Ушницкий Иван Петрович был, конечно же, очень важно для нас было участие Романа Михайловича Дмитриева в этой агитационной бригаде, Гоголева Василия Николаевича. Мы этой группой объездили практически все населенные пункты Чурапчинского района, говорили о том, что мы будем впервые проводить турнир памяти Коркина, ждали от них различных предложений. В начале пути я встречался с Ильей Павловичем Листиковым, потом произошла смена, и Геннадий Михайлович Сосолятин стал первым секретарем. Со мной очень активно Агафья Семеновна Птицына работала, она была секретарем райкома партии по идеологии. И помню, что мы в те времена проводили и круглые столы выездные для того, чтобы рассказывать людям. Начали музей, организация музея спортивного. И, конечно же, само проведение этого турнира прошло на самом высочайшем уровне, потому что мы пригласили сборную команду СССР во главе Иваном Семеновичем Ярыгиным. Он приезжал, и Наговицын Виктор Петрович, он был в научной группе сборной команды страны, тоже приезжал. И я помню, что я проводил встречу с борцами и говорил: ребята, вы поймите, что это турнир на призы Якутского обкома комсомола, и дисциплина должна быть самая наивысшая. Никаких нарушений дисциплины, ничего не должно быть. Далее мы провели специальный вечер, посвященный памяти Дмитрия Петровича Коркина в новом спортивном зале, который был трехэтажный. И мы разрезали ленту, И Акимов Александр Константинович тогда был первым секретарем Якутского обкома комсомола. Дмитрий Дмитриевич приехал, и Афанасий Егорович Алексеев. Я еще приглашал Михаила Ефимовича Николаева, он тогда был секретарем обкома партии по селу. В селе мы проводим такой большой турнир, хотелось бы, чтобы вы приняли участие. Но у него в силу графика не получилось, но он всей душой поддерживал проведение этого турнира. И этот турнир прошел очень хорошо. Я очень Егору Васильевичу Пудову благодарен в силу того, что он издал в 1922 году хорошую книгу, что Коркина будут помнить на века. И это совершенно справедливо. И в этой книге есть история развития турнира памяти Коркина, начиная с первого турнира на призы Якутского обкома комсомола до сегодняшнего дня, когда мы проводим международный турнир Гран-при Мемориал Коркина. Вообще с точки зрения феномена Дмитрия Петровича Коркина я хотел бы отметить, что
он проводил свои тренировки не только руководствуясь такой методикой именно спортивной, он больше обращался и к этническим таким мотивам, да, к традициям народа Саха. И вот он даже заставлял вот своих ребят, чтобы они после различных турниров обязательно писали свои эмоции, что они испытывали, как они проводили свои схватки, какие выводы они сделали после побед или поражений. Вне зависимости от этого они писали. Это, конечно же, формировали у них определенные навыки. Если человек пишет, если он думает о том, о чем писать, безусловно, он развивается. Поэтому, конечно, плеяда воспитанников Дмитрия Петровича Коркина – это не только борцы, но и руководители. Это депутаты различных уровней, это люди, которые даже на сегодняшний день вносят свою достойную лепту в развитие спорта в нашей республике. Я горжусь, в этом году уже 32 года, как я возглавляю Ассоциацию национальных видов спорта игр народов Якутии «Сахада спорт». И вот мы его организовывали в Чурапче в 1992 году. Вот все большое стартует в Чурапче. Вот. Я хотел бы отметить, что мы гордимся тем, что игры наших предков мы привнесли в 21 век. Более того, мы из них сделали замечательные виды спорта. Это мы можем проиллюстрировать на примере масс-рестлинга, который стал общемировым видом спорта. Мы провели уже 5 чемпионатов мира. И, конечно же, то, что сегодня в составе Международной федерации масс-рестлинга, которую возглавляет Александр Константинович Акимов, я являюсь первым вице-президентом, мы уже имеем 59 стран со всех 5 континентов планеты. И в Африке, и в Южной, и Северной Америке, в Европе, в Азии, везде культивируется якутский масс-рестлинг. Вот Дмитрий Петрович использовал возможности якутской борьбы хапсагай. Вот, наверное, это уникальный вид борьбы, потому что можно победить соперника, даже не соприкоснувшись с ним, за счет, так сказать, реакции, за счет верткости, обманных движений. Да? И вот я думаю, что Дмитрий Петрович, как настоящий патриот Якутии, как человек, настоящий Саха, он сделал все возможное, чтобы использовать методики подготовки больших борцов, народную педагогику. И с этой точки зрения я считаю, что эту часть необходимо еще исследовать. Лестница ведет вниз. Нам чудилось, стоит спуститься по ее ступенькам, и перенесешься в необыкновенный, удивительный мир. Мы верили, побывав здесь, наверх поднимемся такими же сильными и бесстрашными, как богатыри из древних якутских преданий Олонхо. Здесь крепли мускулы, здесь закалялся характер. А каков он у чурапчан? Судите сами. Эти снаряды придуманы нами. Этот зал нашими руками построен. Я думаю, что по
феномену работы Дмитрия Петровича должны быть написаны диссертации, должны проводиться соответствующие исследования. Вот даже начиная со стенки Коркина мы можем поражаться, да, насколько экологически чистый инвентарь. Он простой, но он дает очень большие, серьезные навыки. Когда журналисты просят Дмитрия Петровича рассказать о своих лучших учениках, он называет мастера спорта Максим, в прошлом охотника, потом учителя, ныне председателя колхоза. Он вспоминает мастера спорта международного класса Алексея Ермолаева, педагога, Федора Винокурова, механизатора. Вот такой он у нас, Дмитрий Петрович. Его принцип – прежде всего воспитать человека, а уж потом спортсмена. И, конечно, я хотел бы отметить, что на самом деле вот Дмитрий Петрович Коркин и та школа, которую он основал, эта школа, на мой взгляд, заключается не только в том, что он воспитывал борцов, но и он сформировал определенный тренерский корпус. Это ученики Дмитрия Петровича, которые в последующем работали, в последующем становились и лауреатами государственной премии имени Дмитрия Петровича Коркина. Письма, письма со всех концов страны. Это уже признание. Поздравляем с званием заслуженного учителя, заслуженного тренера, орденом «Знак почета». Нелегок был путь выпускника Ленинградского педагогического института Дмитрия Петровича Коркина. 7 лет, 3 раза в неделю отмерял он 12 километров из Ажулуна в Чурапчу, чтобы обучать ребят вольной борьбе. А к утру спешил из Чурапчи в Ужулун преподавать якутским школьникам русский язык. Так проложил Дмитрий Петрович свою тропу. И вывела эта тропа многих чурапчинских ребят на широкую дорогу в большой спорт. Первая золотая медаль чемпиона мира среди юношей. Потому что спорт сплачивает. Я убежден, что именно через спорт мы нашли самых надежных друзей, самых лучших руководителей, которые смогли сформировать нас. И вот я лично состоялся только благодаря спорту. У меня 2 физкультурных образования. Я закончил физкультурное отделение Якутского педагогического училища номер 1. Воспитывался у прекрасных людей. Слепцова Молод Сергеевич, который был директором училища, Вера Петровна Масагутовой, да, которая была заведующим физкультурным отделением, наших дорогих преподавателей, в том числе вот Прокопий Прокопьевич Готовцев, Николай Николаевич Юшков, Николай Михайлович Гончаренко. То есть люди разных национальностей, они работали с нами, и я получил там самые качественные знания. Ну и потом продолжал в Хабаровском пединституте, факультет физического воспитания и спорта. Я никогда не скрываю, что я физкультурник. Ну, конечно, потом вот переквалифицировался, с отличием закончил Якутский университет, отделение правоведения, потом в Российской академии госслужбы и народного хозяйства. В 1996 году защитил кандидатскую и в 2001 году докторскую диссертацию по юридическим наукам. Физкультурники могли стать хорошими инженерами, хорошими ветеринарами, хорошими врачами, но просто любовь к спорту и желание самосовершенствоваться привело их в спортивные вузы. И, конечно, вот сегодня у нас 2 физкультурных вуза. Это Чурапчинский институт физкультуры, это Институт физической культуры при Северо-Восточном федеральном университете. Готовит кадры, и сегодня я реализую себя в том числе и по подготовке физкультурных кадров, потому что по моему предложению в учебную программу введена дисциплина «Спортивное право». Я думаю, что спорт – это целая индустрия, это большая экономика, где крутятся большие финансы, и обязательно наши
организаторы, люди с физкультурным образованием обязательно должны знать спортивное право. А вот через спортивное право они понимают, что такое нормотворчество, что такое законодательство, роль нормативно-правовых актов в реализации тех ценностей, о которых говорит наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин. И я хотел бы отметить, что именно он 19 февраля 2013 года говорил о том, что национальные виды спорта народов России мы должны продвигать в олимпийскую программу, и мы над этим работаем. Хотел бы отметить особую роль Михаила Ефимовича Николаева, который является основателем первых международных детских спортивных игр «Дети Азии». В республике приоритетом государственной политики и поддержку детского спорта строятся красивые спортивные стадионы, комплексы, где тренируются будущие спортсмены республики. По инициативе первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева с 1996 года каждые 4 года проводятся международные спортивные игры «Дети Азии» под патронатом Международного олимпийского комитета. Девиз игр «Дети Азии» от дружбы в спорте к миру на земле. И это целая не только спортивная, но и огромное мероприятие, которое воспитывает патриотизм, которое показывает роль семьи, которое показывает важное значение детства, отношения к детям. Это, конечно, мультипроект, который вот приобрел такую международную значимость, востребован. С 1996 года крупнейший регион России, Республика Саха-Якутия, проводит спортивные соревнования, международные спортивные игры «Дети Азии», в которых принимают участие юные посланцы из азиатской части России, СНГ и стран азиатского региона. Победное шествие юных спортсменов, призеров международных игр «Дети Азии» от малых спортивных площадок к победам на крупнейших аренах мира состоялось и продолжается. На гигантской карте олимпийского спорта среди более чем 200 стран и тысяч территорий есть место для одной, в которой могут встречаться дети Азии. Стремитесь и побеждайте. От игр «Дети Азии» к олимпийским медалям. Вот Вячеслав Анатольевич Туров, Егор Афанасьевич Борисов внесли свой вклад в развитие спорта. Почему? Потому что, на мой взгляд, вот бюджет на развитие физической культуры и спорта в Республике Саха-Якутия является одним из самых крупных, можно сказать, даже огромных. Вот. И среди других субъектов Российской Федерации такого отношения физического культуры и спорту нету. Вот когда мы проводим спортивные игры народов Якутии, спартакиаду игры Манчары, зимние спортивные игры, даже спартакиаду трудовых коллективов, которые, будучи председателем Федерации профсоюзов, я воссоздал, вот вкладываются огромные средства. И это большой праздник спорта, а через спорт мы учимся дружить, приобретать друзей, и, конечно же, через спорт воспитываются важные человеческие качества, как воля, как целеустремленность. И я думаю, что для народа Саха роль Дмитрия Петровича Коркина является титанической, и мы должны всегда отдавать отчет. В своем докладе в рамках научно-практической конференции, посвященной 95-летию, я говорил о том, что необходимо сформировать обязательно нормативно-правовой акт на уровне главы республики о том, чтобы подготовка к столетию Дмитрия Петровича велась изначально, были продуманы многие вещи, потому что, я еще раз говорю, что он не только выдающийся тренер, но и педагог с большой буквы, поэтому этому необходимо придать должное значение, и мы готовы, конечно же, работать в этом направлении и, так сказать, формировать определенную среду для того, чтобы у нынешнего поколения было правильное понимание роли Дмитрия Петровича Коркина в становлении нашего народа. Я считаю, за столетнюю историю государственности, которую мы отмечали в 2022 году, роль
тренера, выдающегося Дмитрия Петровича, является знаковой. И это является одним из таких столпов, на которых держится наше государство. Сегодня мы гордимся тем, что возродили и сохранили традиционные виды спорта в первозданном виде, и наши дальнейшие действия направлены на признание традиционных игр и состязаний Международным олимпийским комитетом.